мне важно донести до людей вот эту информацию, потому что, знаете, над нами, над нашим народом совершен геноцид, Мария. А Россия же, которая не могла так же откровенно всех уничтожить, чеченцев, играла, как обычно, в двуличие и изображала то, что Чечня это в Чечне происходит не русско-чеченская война, а такой гражданский конфликт, и сделали ставку там на каких-то людей, чеченцев, которые полностью подчиняются России и являются коллаборантами. И стала нас дальше использовать как инструмент. Она не дала нам время зализывать раны, она не сказала, давайте лет через 50 накопите сил и еще раз сразимся. Она начала нас продолжать уничтожать, дискриминировать полностью по всему миру, создавая о нас плохой образ. И нашими руками, раньше это были палестинские террористы, там Красный Октябрь, другие, третьи, а сейчас этими террористами, этим инструментом фактически становится чеченский народ. Если где-то там рядом в группе террористов оказался один чеченец, то это вся группа террористов чеченцы, ну и так далее, и так далее. Получается, что они создают какой-то, ну, так сказать, террористический бренд искусственно, в общем-то, и дальше просто пытаются дискредитировать целиком весь вольнолюбивый народ, который по-другому, вот так сказать, угнетать уже не получается. Совершенно верно. Дело в том, что, Мария, мы имеем много претензий к руководству России, военным политическим силам России, и у нас есть основания, очень серьезные основания предъявлять вот этим преступникам, которые сидят в Кремле и на Лубянке. И здесь, в Европе, нас более 400 тысяч от миллиона. Заметьте. Ну, может, сейчас уже больше нас миллиона, потому что утверждают, что около миллиона уже в Чечне население находится. И мы все учимся на всех языках Европы, от норвежского, английского, французского, немецкого и всех остальных. Мы учимся во всех вузах, наша молодежь. И сейчас мы имеем такой потенциал, который, ну, я думаю, через несколько лет, буквально через 3-5 лет, мы будем иметь потенциал, сравнимый с тем, который у нас был к концу развала Советского Союза. К концу Советского Союза. И я даже думаю, мы будем намного сильнее, потому что тогда Запад, Америка, Европа помогали России, а сейчас, как мы видим, что отношения очень испорчены. И в этом плане мы являемся очень верными, надежными союзниками, как для Украины, Израиля и Соединенных Штатов, Европы, так и для всех, кто кто может потенциально пострадать от имперских амбиций сегодняшней России. Поэтому в этом плане мы представляем угрозу для действующего режима в России, и нас пытаются дискредитировать. Там очень большая, конечно, это пока только теоретически я все это рассматриваю, но была большая программа России, учитывая вот этих чеченоговорящих блогеров религиозным оттенком, которые здесь появляются, которые здесь есть и усиленно вещают на эту тему, нас готовили к тому, что, и я об этом неоднократно предупреждал у себя в стримах, что мы не знали, откуда все это придет. Мы не думали, что такой большой будет вот эта провокация, как она произошла 7 октября в Израиле. Но мы понимали, как чеченцы, мы это все фиксировали, и я об этом говорил и на чеченском, и на русском языке своим зрителям, что нас скоро будут использовать, учитывая разные факты, которые происходят с нами, вот этих блогеров, заявления вот этих кадыровцев, которые находятся во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. И вот произошло то, что мы видели. И готовилось так, что будет массовая депортация всех чеченцев в Россию. И вот нас таким образом хотели представить. Мы всячески препятствовали этому, и нам это удалось. Мы остались цивилизованными, уважаемыми гражданами Европы. Рамзан Кадыров и Ахмад Кадыров не воевали, вообще не воевали. Рамзан Кадыров был со своим отцом рядом всегда, просто как помощник. И все, никакой войны против России эти люди никогда не вели. Да, они призывали. А откуда тогда распущен этот слух? Потому что, вы знаете, об этом очень много почему-то говорят.
Но нужно было показать, что это такой ярый сторонник был Ичкерии, защитник чеченцев. Это делалось для того, чтобы другие чеченцы, которые с оружием в руках защищали нашу страну, сдавались под его ответственность, что это заслуженный вояка, что не волнуйтесь, и с ним ничего не случилось, и с вами ничего не случится и так далее. Почти все, кто тогда сдался, кто реально воевал против России, они почти все уничтожены. Так или иначе, они были ликвидированы, посажены, отстранены там, или их отправляли против чеченцев, и там они погибали в боевых столкновениях. Сейчас вот ситуация разворачивается так, что когда реально законная, народом избранная демократическим путем власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Алла Дудаева, Ахьяд Идигов, там другие у нас есть люди, которые входят в наш президиум, когда они фактически находились в таком подпольном положении, полуподпольном положении, при всем при том, что все время деятельность Аяда Идигова, Аллы Дудаева не прекращалась, они все время вели работу, но они всячески замалчивались, пытались их дискредитировать, и люди, которые связаны с Россией, начали параллельно создавать такие очаги сопротивления, информационного сопротивления российским оккупантам, но переходили они на личности, лично на Кадырова. Речь заходила о Кадырове. И чеченцы, которые, вот я начал вам рассказывать, были очень обозлены на Кадырова, который вчера был за нас, перешел за русских, потом начал нас убивать. Им это нравилось, что вот все ругают Кадырова, а если он ругает Кадырова, то он честный, то он, значит, за чеченцев, там, за свободу и так далее. Но дело в том, что у Кадырова есть оппоненты, да и это может делаться специально, такой управляемый конфликт, когда вы ругаете только Кадырова. И вот многие блогеры, которые представляют вот эту религиозную часть чеченского общества, они все время ругали Кадырова. И я их говорил, почему вы говорите все время про Кадырова, почему вы не говорите про Россию, про ФСБ, про ГРУ, ведь они убили 300 тысяч. Кадыров, да, может, 1000 человек убил, может, 2000. Это, конечно, его не освобождает, даже если он одного убил человека. Но большее преступление совершила Россия. И Кадырова не было, когда Россия 400 лет воюет против нас. Я-то представляю демократическую часть чеченского общества, большую часть, кстати говоря. А вот эти деятели, которые якобы представляют такую религиозную, экстремистскую сторону, у них родственников не пытают, хотя создают такие фоны, якобы, что у них какие-то там проблемы. Их родственники работают на хороших должностях, там, ну и так далее, и так далее. И в этом смысле ведется такая большая работа против нас. И мы разобрались в этом во всем. У нас есть своя генеральная прокуратура, у нас есть судебные органы. И эта система сейчас потихонечку начинает с новой силой восстанавливаться. И чеченцы, и я занимаюсь просветительской деятельностью среди чеченского общества, доношу до них, кто является нашим истинным избранным нашим народом представителем, а кто является самозванцем. И вот таким образом мы потихонечку, ну, в принципе, мы уже пришли к какому-то знаменателю, и сейчас люди просто ждут, наверное, признания, международного признания нашего президиума. Наше государство о своем суверенитете мы еще объявили до развала Советского Союза. Мы были приравнены решением Верховного суда автономной республики. Ну, как бы в диктатуре разделять республики на автономные и союзные было, конечно же, дискриминацией. В нормальном государстве такое быть не могло. Но тогда автономные и союзные республики в 90-м году были приравнены в правах Верховным Советом. И мы имели уже все органы власти, и все у нас имелось. Мы приняли Конституцию на 1,5 года раньше Российской Конституции. Мы приняли ее 12 марта 1992 года. Как известно, Россия приняла свою Конституцию в декабре 1993 года. И тогда туда незаконно вписала нашу республику, Чеченскую республику. И тогда только появилось в названии нашего государства слово Ичкерия. Джохар Дудаев и наш парламент быстро внесли изменения, и Чеченскую республику переименовали в Чеченскую республику Ичкерия. С тех пор, с 1992
начала 94-го, это было, по-моему, в январе или феврале, было принято вот такое название. Как бы мы жили в таком государстве в государстве всегда. Мы соблюдали советские законы, но всегда мы соблюдали свои законы. Обращаться в суд, в российскую, советскую милицию считалось не камильфо, недостойным поведением. И вот таким образом мы существовали фактически. Поэтому нам было очень легко, когда наш генерал Джохар Дудаев и другие наши интеллектуалы собрались и создали государство. Соседние кавказские не пошли по нашему пути, кроме Татарстана, который не кавказский, он пошел по нашему пути. И потом он уже только отказался. Все остальные подписали федеративный договор и так далее. Но дело в том, что сама Российская Федерация, как несостоявшееся государство, она не имеет права удерживать эти республики. Эрдоган строит, прикрываясь исламом, строит новую турецкую империю, пытается воссоздать, националистических вот этих чувств. Как известно, если религия распространяется вне зависимости от национальности, то Эрдоган не должен строить Османскую империю за счет, манипулируя мусульманами других стран. И они строят Туран. Туран — это турецкая империя, которая по их планам распространяется на Северный Кавказ, в том числе Чеченскую республику Ичкерия. Мы и наш президиум, я думаю, и мы разговаривали на эту тему, я лично категорически против всяких там Туранов, и нам это абсолютно неинтересно. Мы европейская страна, и мы демократическая страна, и мы только 400 лет боролись с одной империей, и нам не хватало сейчас вторую империю. Нет, спасибо, мы хотим в НАТО, мы хотим Евросоюз, мы хотим быть цивилизованной, демократической страной, которой мы по факту, наш народ так избрал, и такой являлись. Война нас немножко дезориентировала, скажем так, но мы возвращаемся.